Казы-масе– это старинный татарский обычай и в переводе означает «праздник гусиного пера». Казы-масе был местом активного общения, поэтому участие в нем считалось почетным и было желанным. Эта традиция во многих татарских деревнях сохранилась и в наши дни. Этот обычай проводится поздней осенью с наступлением устойчивых холодов. Раньше крестьянская семья ежегодно выращивала большое количество гусей от 25 до 60 штук. Поэтому хозяева в этот день очень рады гостям, ведь работы прибавляется и лишние руки не помешают. Мужчины забивали гусей, а затем начиналась кропотливая работа женщин. Сначала гуся нужно было ошпарить в кипятке, не только для того, чтобы легче было ощипывать, но и чтобы перо стало как можно чище. Ведь из гусиного пуха делали подушки и одеяла. Раньше ни одну девушку на Вытоне невозможно было представить без горы подушек, набитых гусиных пером в качестве приданного. Сам процесс коллективного труда был праздником. Он давал возможность продемонстрировать мастерство, умение, сноровку и выявить наиболее опытных в этой работе девушек. Женщины постарше, которые приходили на помощь, присматривали девушек, чтобы выбрать невесту порасторопнее. Ребятишкам тоже находили занятия. Они подготавливали специальные перышки, из которых потом под руководством опытных бабушек и дедушек плели специальные кисточки. Они использовали их на кухне при изготовлении выпечки. Работа спорилась не только под разговоры, шутки и смех, но и под любимые народные песни. Обработанных гусей на коромыслах девушки несли к речке, роднику или проруби, чтобы промыть их в ледяной воде. По традиции девушек сопровождали юноши с гармонистом. По пути разбрасывали белые перья. Это делается для того, чтобы на следующий год гусей было еще больше. Примета такая. По завершении всех работ для участников праздника устраивали застолье в благодарность за помощь.